Защита и лечение растений, посадка новых видов цветов, деревьев и различных культур, облагораживание окружающей среды – основные цели нового проекта, направленного на озеленение Абхазии. Для разработки нормативно-правовых актов в этой сфере Кабмином была создана рабочая группа, в которую вошли профильные специалисты. Ученые говорят, что данная программа в нашей республике необходима. Этот проект, я бы сказал, дитя нужды, дитя необходимости. У нас такого проекта, серьезного юридического документа не было. Каждый населенный пункт, там, городское управление, где-то они осуществляли на свое усмотрение, как они могли. Но озеленение – это непростой процесс. Прежде всего, озеленение необходимо для человека, для благоустройства города, для очищения, для установления нормальных климатических условий в городе, для того, чтобы человеку в населенном пункте жилось нормально, комфортно. Но требует очень серьезного подхода. Не каждое растение можно посадить в любом месте. Все это должно быть на научно обоснованной основе и сознанием дела. Сергей Биби отметил, что еще в 30-х годах в Абхазии был техникум садоводов, где готовились специалисты для всего Советского Союза. Сейчас в республике молодые люди получают образование в этой сфере, однако их не хватает и требуется еще большая квалификация и знания. Эта проблема также отражена в документе. Подобный проект, регламентирующий все тонкости озеленительного процесса, в республике осуществляется впервые. При разработке участвовали ученые институтов ботаники и экологии, юристы. Проект касается не только муниципальных объектов, но и частных лиц. Например, предусмотрено о том, что, например, у меня в городе живу в Сухуме, у меня участок. Там находятся зеленые насаждения. Я не имею так его вырубить или выкорчевать без согласования соответствующих структур. Предусмотрены штрафы сильные до уголовных дел. Специалисты разработали проекты документов, которые закрепят полномочия в сфере озеленения населенных пунктов и охраны зеленых насаждений за местными администрациями. Данный порядок предусматривает, что проведению мероприятий по посадкам зеленых насаждений в обязательном порядке должна предшествовать разработка специального технического документа, который называется «План посадок зеленых насаждений», который в обязательном порядке будет подлежать согласованию с государственным научным учреждением Ботанический институт Академии наук Абхазии, а также с подразделениями администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства. И только при условии получения положительных заключений данных субъектов план посадок может быть представлен на рассмотрение главы администрации, и только после утверждения главой проект может быть реализован. Согласно документу, все зеленые насаждения будут подлежать учету. Специалисты будут собирать информацию об их количестве и состоянии, и на основе этих данных будет создан реестр. Данный реестр в обязательном порядке должен будет содержать такие сведения, как сведения об адресе местоположения озелененной территории, сведения о площади данной территории, сведения о количественном, породном составе зеленых насаждений, сведения о том, в какие сроки проводились посадка или пересадка зеленых насаждений, сведения о датах последней обработки зеленого насаждения средствами ухода или же средствами защиты от вредителей или болезней и много другой информации. После согласования и доработки проектов, касающихся озеленения, с компетентными специалистами центральных и местных органов госуправления и научных учреждений, их представят на рассмотрение премьер-министру в установленном порядке. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.